Русский якутский народ, в принципе, живут достаточно дружно и сейчас занимаются притеснением всех других народов. Мы хотим, чтобы наша нация Саха в этой волне глобализации не утеряла свою идентичность и не потерялась. Чем мы занимаемся, это в первую очередь, конечно, мы популяризируем и пропагандируем русскую культуру и русский язык. Мы считаем, да, что текст песен, которые там выступает Little Big, это Little Big. Это те ценности, которые были навязаны другой культурой. Их же слушают дети, неокрепшие умы, мозги, они все имеют свойство накапливать себе. Ребята, я вам по секрету скажу, ваши дети в интернетах слушают и смотрят не только это. Запретите ТикТок тогда, мы понимаем, но... запретите YouTube, Нет, Евдокия, почему ты нам предлагаешь запрещать? Мы разве предлагаем запрещать, что ли? Мы дали просто рекомендации. Нет, Евдокия, разве мы запрещаем? Ты хоть слово-то услышала? Нет, а по какой причине отменили концерты? После вашей рекомендации? Поверьте, значит, они что-то прислушались. Да, но поверьте мне, если бы правда нам бы слушали, я бы тогда точно многое запрещал бы. Но, к сожалению, мы не собираемся, мы высказываем свое мнение и свое отношение. Кого вы еще хотите запретить? Ну давайте. Нет, вот все, я не буду говорить. Так, это провокатор сидит. Кого вы хотите запретить? Никого вы не хотите запретить. Моргенштерн приедет, можно? Кто бы этот Моргенштерн? Ну, тоже будем рекомендацию давать, что нежелательно, чтобы он здесь выступал. Почему? А кто желательно? Ну, слушайте, текст песни, о чем он поет. То есть вы, общественные организации, сели такие, послушали и решили, что там, как собрание, не знаю, родительского совета, ребята, это плохо. Вообще, а цензура в музыке, в кино, в искусстве, это разве хорошо? Разве это когда-нибудь было хорошо? Это не хорошо, не плохо. Такие, ты не путай, мы же не пытаемся заменить собой цензуру государственную. Мы, как общественная организация, у которых стоят цели, которых ты сказала, они неинтересные. Они банальные. Я сказала, я такого не сказала. Мы посмотрели, что-таки вы чем занимаетесь? Да, объясните. Объясните мы мне. объясняем, что это наша позиция, это наши отношения. И мы его не прячем, мы не сидим и не гундим на кухне. Ой, что нашим детям показывают, надо что-то делать. А мы выходим и говорим свое мнение, что мы считаем, что это чушь, ерунда, говно. Давайте... Вот мы сказали, все. А вы, извините меня, кто там, родители, дети, власть придержащие, уже решайте, прислушиваться к нашему мнению или нет. Конечно. Мы не выходим с плакатами, заметьте, мы же не стояли, вон отсюда, Little Big. Вы классно смотрелись, между прочим. Или мы же с Давидом не пошли и не легли на полосу взлетную, пусть он не приземляется. Понимаешь, не путай, мы дали свои рекомендации. Вы проводите беседы на якутском языке? Да. То есть русскоязычным детям и русскоязычному населению эти беседы недоступны? Нет, почему? Мы ездим по приглашению. Иногда бывает, что да, действительно русскоязычные мы тоже проводим русскоязычные беседы. Почему нет? Вы шовинистическая организация? Нет, конечно. Но вы сказали о роли мужчины. А где роль женщины? Где из этого вытекает роль. Если роль мужчины, то, соответственно, после него идет роль женщины. Почему после него? Это почему-то шовинистические, у вас какие-то сексистские такие. Шовинизм — это вообще другое понятие же. Но есть мужской шовинизм. Это женщины взяли, придумали вот этот термин, мужской шовинизм. Вы националисты? Вот тут очень серьезный такой вот вопрос. У меня в голове, я же воспитанник и вообще дитё советского времени, для меня слово национализм, вообще это звучало очень плохо. И вообще это тогда для всех звучало очень ужасно. Но когда начинаешь разбираться в природе и читать определение национализма, по большому счету, я считаю, вот не как, например, мужской шовинизм, да, а вот можно говорить о здоровом национализме. Я за то, чтобы уважали мою культуру, чтобы уважали мой язык. А вы, Давид, националист? Смотря с какого ракурса смотреть. Национализм тоже, вот как Григорьевич сказал, есть в плохом понимании, да, и есть в хорошем понимании. Если человек любит свою нацию, почему, если это называется национализм? Согласно словарю, у национализма два определения. Это включающее в себя первое — разжигание розни, и второе — как раз о том, о котором вы говорите. Вы считаете, что может быть здоровый национализм? Не, это разжигающий национальный, это, наверное, шовинист, наверное, я так считаю. Национализм вообще, понятие такое расширенное, это на уровне государства, наверное, идет национализм. А для нас, наверное, мы патриоты, наверное, скажем так. Я русскоговорящая якутка, да, и я считаю, что то, что я не говорю, это, не моя вина, и при этом почему-то не могу самоидентифицироваться с ребятами, чтобы сохранять культуру, историю там, и так далее. Потому что у вас нет желания. Было бы желание, вы бы уже идентифицировали себя и научили бы язык, я так считаю. Вы думаете так? Я 100% уверен. Да. А вы не думаете о том, что я не одна, и что у нас в городе очень много русскоговорящих якутов, и вы нам всем хотите сказать, что вы, ребята, такие ленивые,
И от того, что вы такие ленивые, вы язык не Нет, знаете. вы как бы утрируете понятие, да, и вы неправильно говорите. Если бы у вас желание было бы, вы научились, потому что другие нации же приходят. Если у них желание есть, они быстро научаются. Есть среди вот якутских есть русские, которые очень хорошо говорят на русском, на якутском. Ну, потому что они на севере где-нибудь живут. Ребята, почему вы не... Но изъявили желание, выучили язык. Что касается русской общины, то, ну, как бы, наверное, не хватает ликбеза, привлечения. Почему у вас 800 человек? Подписчиков? Да, подписчиков, да. Ой, научите Евдокия, как раскручивать этот Инстаграм. Реальное количество Нет, людей. лично я, да, у меня 3 с лишним тысячи, да, а русская община 800. Но я не знаю, как раскручивать. Мы на самом деле Инстаграм, мы просто там результаты своей работы показываем, что у нас происходит, мы делимся. Мне, например, слово толерантность меня бесит. Мне не нравится это слово терпение друг друга. Ну, вы же толерантны, когда Нет, я уважаю. Вот поверьте мне, я родился в Якутии, да, и я уважаю якутскую культуру. Когда идет алгыз, естественно, я не говорю дом, когда там это. Но при этом мне интересно, я уважаю, я спокойно, я слушаю. И я думаю, что если, например, Давид извини, Давид, сам скажешь, но я думаю, если он придет ко мне в церковь, в мою церковь зайдет и не будет креститься, я ему слова не скажу. Потому что зачем креститься, зачем врать? Зачем лицемерить, да? Лицемерить? Зачем? Вот мне наши очень многие товарищи, которые на ИСЭХе начинают дом там или что-то это. Ну, это лицемерие, это смешно, ребят. Есть люди, которые в это верят, которые правда. Русские чиновники в якутских костюмах — это лицемерие? Ну, мне кажется, это нормально. Ну, то есть, это неуважение. Ну, то есть, пока это не касается религиозных вопросов. Вот когда вот алгысы, когда начинают вот эти вещи делать, мне кажется, что вот люди, которые к этому не имеют отношения, которые это не принимают, ведь внутри себя-то они же не верят. И поэтому, мне кажется, это лицемерие. Многие считают, что все такие радикальные ребята, да, с такими какими-то целями и задачами радикальными, которые и на публику играют мускулами, если посмотреть, я говорю, соцсети, это вот что-то типа такого, это в основном мужчины спортивного вида и там так далее, да. И то, что вы говорите, противоречит тому, как это выглядит. Вы не думаете, что когда у вас такое официальное лицо и такие инструменты, что вы как раз привлекаете сторонников господина Макарова, там, ребят, которые верят, что вы националисты в другом смысле? Это в коде неправильное как бы рассуждение. Это, наверное, люди же мыслят стереотипно. Да? А кто-то что-то сказал, и все начали думать, что об этом. Посмотрите, вот Инстаграм, паблик, посмотрите, нормально, досконально, посмотрите, такого нет. Ребята, как бы, спортивного телосложения, как бы, нет такого. Радикального я как бы, ничего не вижу. Что там тут радикально, если когда вот господин Макаров как бы, призывает прийти на алгыз, принять участие в конкурсе песен, там ничего такого радикального нет. Как у вас проходят диалоги с властью у общин? Общинные организации? Ой, ну, вот тут бывает, когда мы не согласны, и мы свое мнение высказываем. Например, в политике мы участвовали, и вот этот нашумевший вот этот митинг в Триумфе, на самом деле его все по-разному подавали. И самое печальное, что те же федеральные каналы, те же, что интернет, что ТВ, они дали совершенно по-другому. Вот мы с моими друзьями, мы пошли туда, мы шли 4 человека, русских, притом мы ярчайшие русские, нас нельзя было не заметить, мы все такие крупные. Но мы там шли, и мы не чувствовали там злобы или какого-то напряга, агрессии со стороны якутов, которые там находились. И у нас вот есть такая, еще другая русская община, называется Русская община города Якутска. А вы республиканская? А мы республиканская. И там есть, я не знаю, кто он там, лидер, он там председатель, Якунчиков, и он постоянно высказывает какие-то вот там, если вы помните, насчет этой школы, что там, вот он взял. Но почему-то все путают, что это как будто мы высказались. А на самом деле, мне пришлось высказаться и сказать, что из пальца высосано. Я готов защищать русских детей где угодно и как угодно. Но когда это высасывается из пальца, когда говорят, что русским детям в Якутске некуда ходить, ну вранье. Зачем об этом трубить и говорить, что там не дают им изучать русский язык? Или там, что им не дают изучать русский язык в 14-й школе? Ну вот, И вот здесь почему-то все считают, что я иду на поводу у власти. Я не иду на поводу у власти. Кто меня знает, я всегда могу власть сказать и послать, по большому счету, куда-то.
Но когда это высасывается из пальца, еще и подается совершенно в другом ракурсе, мне это совершенно не нравится. Потому что русский народ-то он чем всегда отличается от многих больших народов? Своим благородством. И интересно, в последнее время наблюдается то, что русских меньше в городе стало, русские стали менее политически активные. Это есть. И как бы в этом направлении вы ведете какую-то деятельность, работу? Вот тут мы серьезно сейчас готовимся, и на самом деле у меня в русской общине, у нас в русской общине очень серьезно сейчас встал это, и у нас еще есть союз славянских общин, и очень серьезно встал этот вопрос о том, мы ищем причину почему. Почему наши русские, и, кстати, русскоязычные якуты, почему-то, когда стали выяснять, они, оказывается, даже заявления не подают на вакантные места. Даже дело не в том, что их не берут, а они уже просто перестали сами подавать, сами перестали участвовать, сами, ну вот я могу, ну, например, выборы, идут выборы в депутаты города, а вы посмотрите, а кто мешает нам выдвигаться-то? Ну... И никто, а что русские не выдвигаются? Нет, меня это беспокоит. На самом деле я считаю, что у нас сейчас перекос. Но закончились русские? Нет. Правильно, вот смотрите, мне постоянно, как русскому говорят, кто говорит? Мне говорят старые якуты, которые меня давно знают, которые там и за меня голосовали, и меня там продвигали. Вот они мне говорят, ты, говорит, скажи, почему ты не говоришь? У нас что, русские кончились? Да. Почему, говорит, у нас председатель приезжие русские, два зампреда приезжие русские. Свои Говорит, русские одна, говорит, русская, и та женщина, Балаткина. А министров что-то одного только вспомнили. Они говорят, а где все русские? Куда все русские остались? Куда делись русские в Александре? Ну вот, я думаю, что это очень серьезный вопрос, его надо поднимать, надо ставить. Давид, а как у вас строится диалог с властью? Ну, сейчас, А их не любят, я не знаю почему. Сейчас, знаете, стало модным, когда вот люди ругают власть, вот они вот красавчики вот считаются, да? И почему-то как бы нас считают, чтобы мы оппозиционеры, и мы работаем против власти. Но отнюдь такого как бы нет. Мы дружим с властью, мы как бы всегда в переговорах с ними. Но мы не чувствуем в той мере поддержку от власти, которую мы бы хотели увидеть. Какую поддержку вы хотите? И принять. Ну, проведение таких же мероприятий, допустим. Да? Ну, я так думаю, медленно, но мы как бы контактируем с властью. И, ну, вы понимаете, власть должна поддерживать, а мы живем в гражданском обществе. Да, и в национальной республике. В национальной республике, тем более. Да, они должны поддерживать общественные организации. В «Триумфе», да, вы прекрасно там скандировали какие-то лозунги, и создалось полное впечатление, что русский и якутский народ, в принципе, живут достаточно дружно и сейчас занимаются притеснением всех других народов. Ого, как интерпретировала. Молодец! Почему нет? Но вы же пошли, ребята же потом ваши сторонники пошли громить там эти ларьки там и так далее. Давай вернемся, да? Во-первых, мы туда, знаешь, почему пошли? Мы для того, чтобы наоборот, что этого не произошло, то, что ты сказала. Вы организовали это? Ну, какую-то лепту внесли. Какую? 50%, 83%? Это не мне судить, как бы, да. Я могу сказать, что мы все и сделали. Да. Как бы, ну, я участвовать не буду. Нет, да, конечно. Ну, мы какую-то лепту внесли в этом. Но народ собрался, и пар-то выпустили же. Вот Григорьевич правильно говорит? Чтобы этого не было, чтобы погромов чтобы не пошли. Вы озвучили некоторые политические амбиции? Да нет, как политические амбиции? Вот я со многими сейчас разговариваю, ну, например, меня многие спрашивают, что это я... Почему-то многие считают, что я депутат. Вы так привыкли, еще что-то. На самом деле, конечно, я не депутат, но почему не депутат, спрашивают. Я вот тут сейчас смотрю, что творится в республике и прочие вещи. Вот я по поводу политических амбиций, вот я задумался. А у вас есть политические амбиции, ваша организация? У нас на сегодняшний день политических амбиций как таковых нет, но мы задумываемся над этим. Нас становится больше, мы наращиваем силы, почему нет? Проявить свои амбиции. Нет, тут, смотрите, со стороны как бы, власти, да, вот у власти есть обязанность работа с общественными организациями, да, и они об этом отчитываются, да. И, на бумаге. Да. Вот как говорил Григорьевич, сказали, у них есть свои любимчики. Да, у них обычно происходит как? День там, бокал дын, там что-то малых народностей там проводится, там, вот бабушка-рукодельница есть. Эти вот, они считают, что это общественность. А когда вот мы, как бы, есть некое опасение со стороны власти. Опасение, выкинут. Да, опасение того, что как бы, это вот националистические группы, да, и вот со стороны федерального центра это для них как бы это не есть хорошо, как бы думают иногда. Да, и на этой теме это надо разговаривать. Ведь на самом деле, ведь вот у меня вернулся мой младший друг, и ну, по разным причинам он жил в Москве,
и в средней полосе России, город Орел. Вот где вот он узнал, что такое русский национализм. Ну и даже можно говорить русский фашизм. А ведь ничего не делается на самом деле. А почему это там так расцветает? Нет, ну, Никто же не борется, никто не смотрит. национализм, как бы, если взять, он есть бытовой национализм. Вы не затронули, как бы, да, вот этот вот. Вот смотрите, вот когда-то в 2006-2007 году в экраны вышел фильм «Девятая рота». События происходили в 1989 году, когда выводили вот, из Афганистана контингент советских войск. Очень хороший фильм. Я в 90-м году одел погоны, поэтому мне тема эта очень близка. А те шутки, как бы, вот эти анекдоты. Но там, знаете, вот на дальней заставе сидят вот ребята, солдаты, срочники. Там есть бурят, да, кавказец, там, украинцы сидят. И вот они говорят, я там после войны, там, что тут будет? И этот старшина говорит, да ты ж тюрка, что с тебя взять? Ну, для среднестатистического россиянина это может быть выглядеть смешно, да? Ну, для меня, знаете, как-то обидно. Как бы, я тоже как бы служил как бы с ребятами, но слушать каждый раз, когда что он чурка, это... Вы чурка? Вас так называли? Да, было такое, но это, знаете, как-то грустно. Это и есть бытовой национализм. Вот на самом деле община не слышит на якутов, вроде бы Республика Саха, но их же тоже не слышат. Ну, так, по большому счету. А слышат, вот я уже говорил. Ну, может, надо что-то выкинуть? Вот Какое-то удобное. говорят же, там, боятся, что мы что-то выкинем. Ну, выкиньте что-нибудь, как бы сделайте свой голос громче. Но я говорю, со скрипом, но идет работа в этом направлении. Но власть, чуть-чуть как бы поворачивается к нам лицом. Ну, это как-то слишком общие фразы, слишком какие-то такие вещи, я не понимаю. То, что я вижу, и то, что я читаю, и то, что я слышу, вообще в корне расходится с тем, что... Ну, вы, например, скажите мне. Понимаешь, вот нашим организациям, по большому счету, конечно, мне проще всего сейчас взять в Инстаграм, закинуть и сказать, так, русские, собираемся все на площади Ленина, и все, идем брать дом правительства номер 1. Прекрасно вообще. Ну, насколько это новость? Сколько? 3 дня, неделя, а потом будут гнобить 5 лет. При этом я ничего не сделаю за эти 3 дня, что это будет новостная вещь. То же самое. И на самом деле мы-то сейчас работаем так, как чтобы на долгую. Да. На долгую. Конкурсами и плясками, ребят, почему? ну Нет, как бы... вот, на самом деле конкурсы и пляски это поддерживают. Мы, на самом деле, если даже придешь на конкурсы, мы же их не просто прочитаем стихотворение Пушкина. Я понимаю, У но... нас совершенно, мы совершенно подаем по-другому, мы разнообразим, мы идем в народ, мы с людьми разговариваем, мы защищаем их права и юридически тоже предоставляем адвокатов и оплачиваем их, если правда видим, что человека обижает по национальному признаку. А вы это делаете? Да, конечно. И мы контактируем. Дело ведь в другом. Ты только об этом официально сейчас заяви. Вот я сейчас заявлю официально, вот то, что мне предлагают, что русская община защищает Петрова. Что начнется? Тебе по-русскому. Фашист, националист русский скажет, защищает по национальному признаку. Нет, некоторые вещи, к сожалению, мы не можем озвучить. Вы не думаете, что как бы, да, вот действительно вот, собраться, мы тоже можем собраться, как бы на Инстаграм вынести, что собраться надо всем, как вот там и пойти в триумф. Это легче всего. Но вот эта общественная работа, она рутинная, она долгая, сложная она. Да. Так же ведь. Это сразу в один день, как бы, и в один месяц не делается. Ребят, я просидела с вами час и по Расиму хотела получить простые ответы на простые вопросы. А тут не может быть Да. просто. Тут И не я может их не получила. То есть столько общих чиновничьих и каких-то таких штук, ну, есть же простые инструменты, простые цели, простые Например, задачи. Ну, как бы, что касается якутского языка, ну, поддерживайте тогда это на уровне поддержки педагогов якутского языка и культуры. Сделайте так, чтобы это было престижно, чтобы туда шли лучшие студенты, чтобы это было интересно. Это Когда функция мой государства, когда мой это не ребенок... наша функция. Они должны Нет, добиваться. вы говорите о том, что вы хотите воспитать будущие поколения и культуру. И при этом наши, к сожалению, так сейчас работает система, что сейчас это не престижно, это не интересно. И когда моему ребенку, так же, как мне 20 лет назад, плохо преподают якутский язык, и вы говорите, это не наша функция, ребят, я вас поддерживать отказываюсь.